Время, когда человек должен учиться, как дышать, чтобы жить, так описывал студенческие годы писатель и прозаик Александр Грин. Этим и занимались весь год студенты вузов и СУЗов всего региона. Ну а сегодня они на время могут забыть об экзаменах и просто расслабиться. Повод особенный, отмечают День российского студента. Будущие программисты, инженеры, учителя и журналисты. На ледовой арене РЗИ собрались учащиеся различных факультетов. Студенческие годы для многих самая лучшая пора, омрачают ее только экзамены. Якуб Яндиев больше за зимнюю сессию не волнуется, он ее уже закрыл. При этом студент первого курса инженерного факультета успевает не только учиться, но и участвовать в общественной жизни колледжа. Мероприятия, в разных сферах, но спортивная халара, спортом заниматься халара, чисто спортивная сфера, мы участвуем в ханзя. Иншаллах, ханзвижик лето хугиях, может ара выездишь хугиях, а так мероприятие шутка. Значит, можно сказать, что твоя студенческая жизнь проходит насыщенно. Да, насыщенно. Кто-то до сих пор задается вопросом, правильно ли выбрал профессию, но только не асхаб героев. Считает студенческие годы и прекрасны тем, что они полны веселья и преодолевания трудностей на пути к поставленным целям. Первый колледж от страны или это раз нормальный колледж хугианы, нормальный кемпинг, чтобы учитель людей водикет подарилось. Дело разные мероприятия, хамаш луцк, каждый мероприятие ваше мало участвовали. Порадовать, дать передышку от сессии. Такую цель преследовали организаторы. Это комитет по делам молодежи совместно с движением «Навигаторы детства» при поддержке Министерства спорта региона. Мы считаем, что именно для студентов на сегодняшнее время, когда студенты сдают сессии, зачеты, экзамены у них, когда им необходима какая-то поддержка. И я считаю, что для каждого молодого человека интересно бы покататься там с друзьями. Не все чувствуют себя уверенно на льду, так что есть и другой способ хорошо провести время и пообщаться с друзьями. В Назрановском кинотеатре для ребят организовали бесплатный сеанс. 2 мультфильма на выбор – «Муфаса» и «Соник». Какой у тебя дар? А может, мне нравится быть изгоем? Когда нет правил, нет ответственности, это большая удача. Я рад, что такое мероприятие организовали. Тут можно встретиться с одногруппниками в курсе, может всяких людей найти тут. Очень хорошее мероприятие сделали. Еще с имперских времен День студента, или как его по-другому называют Татьянин день, в России отмечали шумно и весело. История праздника берет свое начало в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского государственного университета. Празднуют дату и в современной России. Указом президента от 25 января 2005 года День российского студенчества стал праздником учащихся высших и средних учебных заведений. Амина Зязикова, Билал Ахильгов, Магаз 24.